Приветствую, друзья! Здравствуйте! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбаков. Семен, приветствую. И с нам сегодня в гости пришел директор музыкального колледжа училища Алексей Щербаков. Алексей, приветствую. Познакомьтесь с Семеном. Да, спасибо, что пришли с гостем на нашу передачу. И учитывая то, что у нас кулинарный концепт, кулинарное ток-шоу мы его называем. С чем вы к нам сегодня пожаловали? Что будем готовить? Так, сегодня всем добрый день еще раз. Сегодня мы будем готовить курицу с овощами, с рисом, в китайском соусе. Это праздничное блюдо? Это праздничное, скорее всего, ну, для кого-то праздничное, для кого-то... Может подойти, да? Будничное, да. Я так понял, вы с готовкой вообще на «ты». Ну, я, как и все, наверное, жители Якутии, люблю и могу готовить. Ну, я готовлю, скажем так, не быстро, но зато невкусно, да? Поэтому те, кто сегодня будет пробовать, мне, конечно, как говорится в меме, жалко этого бедняка, да? Добряка. Хорошо, но мы сегодня постараемся что-нибудь сообразить хорошенькое, да, вкусненькое. Хорошо, это ваше фирменное блюдо, или вы часто что готовите? По-разному. По-разному, да? Но с этим блюдом как бы руку набили. Да, руку набили. Да. То есть много раз сделали, проблем не возникнет. Сколько времени потребуется? Ну, по-разному. Сегодня мы, так как мы сегодня урезаны во времени, мы сегодня сделаем в 2 раза быстрее. В 2 раза быстрее? Да. Ну, то есть можно. Заготовки Тем более, что если это китайское, наверное, на быстром огне. Да, верно. И все, так как я говорил, что это курица с овощами, овощи мы будем резать большими кусками. То есть мы не будем их делать. Хорошо, если что, какая-то помощь, я могу вам помочь, но, скорее всего, это будет делать Семен, потому что я буду вопросы задавать. И первый вопрос. В разговоре с вами, до передачи мы общались, готовились к передаче, я понял, что вы ни разу не музыкант, но директор музучилища. Но, да, верно. Да, это такая небольшая ремарка для наших телезрителей. И забегая вперед, углубляясь в дебри, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, чьих вы будете и как вы дошли до жизни такой. Значит, я уроженец поселка Белая гора Абыйского района. Так. Монбланко. Монте-Бланко, да. Монте-Бланко, да. Так. Так как мы готовим китайское блюдо, значит, у нас будет байшань, да? Байшань, да? Байшань, да, хорошо. Вы еще и по-китайски полиглот? Ну, нет, я не полиглот, я просто знаю парочку слов. Так как я учился в Благовещенском государственном педагогическом университете, заканчивал факультет иностранных языков. То есть вы с Абыя попали в Благовещенск? Ну, конечно же, не сразу, да, но я обучался в свою студенческую молодость там, благодаря программе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, который в то время создал департамент по подготовке и прогнозированию кадров. Ой, через это Матвей Васильевич Мучин? Да, тогда как раз сидел Мучин, и вот я считаю, что это очень классная идея, потому что куча наших ребят имела такую возможность обучаться в центральных городах России, севера, Дальнего Востока и так далее. А вы выбрали Благовещенск и языки. Почему? Да. Ну, я когда-то давно познакомился на отдыхе с парнем из Англии. Мне было 10 лет. И я тогда, к сожалению, своему ничего не знал. Ну, по-английски вообще не знал, еще английского у нас тогда еще не было. Так. И у нас был такой языковой барьер. Я не смог с ним общаться. Вот так. Ага. Ну, даже вот так. Hello и все. Да, получилось так, что я понял, что необходимо языки знать. Ух ты, ну это прямо 10-летнему мальчику прямо в голову зашло. Да, как-то не понимаете. дурно бы знать язык тот, на котором говорит этот мальчик. Да, ну дело не в этом мальчике, да, а это был как бы триггер. А на самом деле я очень долго хотел быть врачом, хирургом, но слава богу, что я им не стал, да, потому что это, я считаю, очень тяжелая работа, большой груз ответственности. Скажем так, не каждому дано. Да. Не каждому дано, да. Одного желания мало. Нет, чесноком потом. Так, и на чем мы остановились-то? На том, что почему выбрали именно языки. Да. И в то время было очень модно, такие модные профессии, как юрист, переводчик, экономист. Да, всегда. Вот я так полагаю, это где-то 90-е, 2000-е годы, да? Да, как раз вот 90-е, 2000-е, 90-е годы в частности. Все вот две востребованные были эти, юрист, экономист, всегда. Юрист, экономист. Потому что и страна развалилась, непонятно что. Ну, тогда у нас было очень много выходов на... Это надо включать уже, да? На международную арену, в частности, у нашей республики, да, когда вот был, скажем, такой... Да, курицу мы сейчас тоже порежем большими кусками. Большими кусками. А как именно? Соломкой? Не, просто вот так вот. Можно.
Так, как раз вот все субъекты Российской Федерации, как и вся Российская Федерация выходила, вот уже Ну, было более уже открыто новая выходить. страна, Да. новая страна, да. Да, и вот как раз внешняя вот нужны торговля были начинала. переводчики, да, тогда вот на азиатский, Тихоокеанский регион выходили, на европейские страны, на Америку. Вот, но я не пошел, скажем, по велению моды, да, а просто взял такую более профессию, которая всегда будет, пока есть дети, это, конечно же, педагогика. Так. Я считаю, что это очень классно, потому что мы на самом деле не лечим, а воспитываем души. Все, зависли, да, вырезаем. Так, да. так, не зависли, Ничего. потому что редко, когда встретишь педагога, который так глубоко и реально вот позиционирует свою профессию. Но это на самом деле так и есть же. Это же врачи, я считаю, что на первом месте стоят врачи, на втором уже педагоги, да. Ну. Ну, в том числе воспитатели и так далее. Все люди, которые работают в системе образования. Мгм. Ну, вот потом я, соответственно, отучился, приехал к себе на родину, отработал там 4 года в Белогорской средней школе. И что преподавали? Английский язык. И Английский. во время работы я получил профпереподготовку по информатизации в системе образования Мгм. и преподавал информатику. Еще Ну, информатику. очень немножко, да. Ну, и тем более информатика только-только начиналась, я так полагаю. Первые компьютеры начали появляться, да, скорее Ну, всего? нет, первые компьютеры-то уже были еще в 90-х. Там. Ну. Я еще застал вот эти вот пеньки, самые первые. Ага. И работал еще вот советские. 286. Да. Вот на них 384. еще там с большими дискетками такие были, Ага, там, да. советские компьютеры. Гибкие. Да, 525. да. Так, первыми идут овощи. Первыми идут овощи. Вы смотрите, вот тут, если не ваша плита, тут это не максимальный огонь, но если что, можно добавить, можно убавить. Хорошо. Так. Ну вот, отработал в Обыском районе, ну и потом переехал в город Якутск. Меня, конечно, у себя Почему? на родине, ну вот сейчас, у себя на родине очень поддержала директор. Тогда была РАНО сначала, потом она стала директором школы, Екатерина Макарова. Ага, ну, к сожалению, она ушла из жизни, ну, так или иначе. Очень хороший был человек. И вот дала мне, скажем так, первую путевку в жизнь, да, профессию, точнее, реализовать себя в профессии. Ну и, конечно, всем моим коллегам из Белогорской средней школы в то время, с которыми я работал, которые меня также поддержали. Ну, как говорится, дома и стены помогают, да, и, соответственно, меня и стены поддержали. Ну, потом так получилось, что я переехал в Якутск. То есть приехал на лето и устроился в Институт повышения квалификации работников образования. В то время директором была Ольга Марковна Чиросова. Тоже, на мой взгляд, очень такая продвинутая женщина, с такими, с хорошими амбициями, да, очень много планов, очень проектов, она классно их реализовывала. И вот я попал к ней, тоже вот сначала на лето пришел, и так и остался. Судьба. Судьба, да. Ну вот в моей жизни очень много сыграли женщины, да, в моем становлении как профессионала. Ну, возможно, это связано с тем, что... Редкий человек сознается в этом, между прочим. Ну да. Хвала вам. Ну, это действительно так. Потому что, ну, наверное, потому что в педагогике очень много работает женщин, да, чем мужчин. Ну, да. больше. Ага. И, скорее всего, поэтому так и получилось. Ну, вам везет, что встречались хорошие женщины. Да, хорошие люди. Мне по жизни встречаются, слава богу, хорошие люди. Поэтому мне в этом плане очень повезло. Так, мы сейчас берем чеснок и туда закидываем буквально на чуть-чуть. Ага, для аромата. Для аромата. Это вы сняли с огня специально, да? Я снял с огня, потому что начинает гореть. Как это сделать? Меньше-то? Уменьшить? Ну, чуть-чуть. Да, ну вы поставьте, это индукционное, поэтому можем вот так вообще на 800 поставить, чтобы чеснок не пригорел, да, я так полагаю? Да, верно. Вот. После приготовления овощей мы к чему приступаем? Так, овощи, когда приготовим, мы их высыпем и начнем готовить курицу. На этой же сковороде, да? На этой же сковороде. Хорошо. Вот, и потом, поработав в Институте повышения квалификации, сколько, 4 года, по-моему. ИПКРО, да, по-моему? ИПКРО, да, в то время ИПКРО был, сейчас они ИРО и ПК. Ага, я перешел на госслужбу, попал в секретариат вице-президента, когда была Михайлова Евгения Исаевна, тоже очередная женщина, которая сыграла в моей жизни большую роль. Мне тоже очень повезло с ней работать, но, к сожалению, я проработал недолго, потому что в 2010 году
Вячеслав Строгов, будучи президентом, он снял с себя полномочия. Да, и, соответственно, когда президент республики, ну сейчас уже глава республики снимает с себя полномочия, весь кабинет уходит, в том числе, ага, спасибо, в том числе и, это там, все понял. Вот это выключить. Ну что, Да, весь кабинет уходит, в том числе и вице и так далее. По-моему, вот это Ага. Вот. И затем я перешел к Власову Александру Михайловичу, Васильевичу, прошу прощения, это в то время, будучи, он занимал пост заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия. Вообще надо отметить, что вообще классный мужик, как человек, да, как начальник очень классный. У него все было такое, знаете, все было быстро, все по делу. Совещания у него проходили 15-20 минут, и они были такие, несмотря на то, что они были, да, они проходили мало по времени, но, как сказать, А вот тут же, по-моему, побольше огня. ага. В общем, все было по делу, и решения принимались четкие, быстрые. И все люди, с которыми работал Александр Васильевич, ну, все его очень уважали и уважают до сих пор, конечно же. Вот. И все без ума от его стиля, конечно. И мне очень хотелось вот быть похожим на него. И даже, да, я вот себе позволяю иногда в личной беседе его там называть отцом, да, потому что он Александр Васильевич, а Алексей Александрович, ну, это в шутку, конечно. У него очень классное чувство юмора, он так относится к этому. Ага. Но, конечно же, это... Ну, то есть это один из тех людей, которые, скажем так, ну, путевку дали в вашу профессиональную жизнь, да, уже как, работу. да, как... С кого брали пример, как руководить, да, ну, верно, то есть верно, сейчас абсолютно верно. Да, так. Да, ну вот. Затем, когда пришел Александр Григорьевич Подголов в Министерство по делам молодежи, Министерство молодежи и спорта. Да, молодежи и спорта. Ну, сколько раз да, много менялось, но да, верно. Минмол. Ага. Минмол. Всегда, Минмол да, спорт в то время. Да, Минмол спорт. Да, и когда расформировалось, а я как раз курировал у Александра Михайловича данное министерство, мне предложили попробовать испытать свои силы и пройти конкурс на замещение вакантной должности заместителя министра. Да. Ну, попробовал, прошел, работал заместителем министра по делам молодежи, курировал здоровый образ жизни. Ну, было классно, да, было классно. Ну, Григорьевич у нас в гостях был. Я тоже скажу, Григорьевич классный мужик просто. Да, вообще тоже классно. согласен. Да. Я вот как раз хотел его отметить, но вы у меня сняли с языка. Действительно, тоже профессионал, тоже удобно работать. Ага. Но, к сожалению, он потом ушел по жизненным обстоятельствам. Ага. Он покинул пост и пришел Владимир Афанасьевич Афанасий Семенович Владимиров. Владимиров, да, пришел. Ага. Так. Да, и вот мы с ним отработали, сколько получается, 4 года, с августа 13-го, да, по июнь 2017 года, с 13 по 17 год, да. Да, тоже у нас с ним такие довольно теплые отношения, профессиональные. Но сейчас, вот, к сожалению, в связи с занятостью я мало с кем поддерживаю отношения. И, ну, как обычно бывает, да, работа-дом, ничего такого. Все скучно. Через, наверное, соцсети и мессенджеры. Да, ну тоже так. очень, как сказать-то, очень редко, потому что, ну, стараемся как-то дома быть семьей. Да, я считаю так, работа на работе, а дома дом. Ну, учитывая то, что вы руководитель, да, спасибо, что я сразу вначале сказал, нашли время в нашей передаче поучаствовать. Руководитель это, ну, найти время и на работу, допоздна засиживаться, это в порядке вещей, скорее всего, да. И на семью тоже вроде как надо время. Ну вот хотелось бы отметить, что я сейчас не засиживаюсь допоздна, потому что я работаю в самом лучшем колледже мира, да, в Якутском музыкальном колледже. Нет, это действительно так. И у меня мои коллеги это классные профессионалы. Я считаю, я сам не музыкант, да, уже как было отмечено. Вот, да. И я считаю, что я работаю с такими профессионалами, что если даже ты, будучи мешком с картошкой, поступил к нам, то наши педагоги тебя научат и петь, и играть на инструментах, но только при одном условии, если ты будешь учиться это делать, потому что за тебя они не смогут это сделать, и ты так останешься мешком с картошкой. И если у вас будет возможность или желание поступать к нам, пожалуйста, поступайте. И почему мы самый лучший в мире колледж? Потому что у нас классные профессионалы, у нас работают, допустим, на
Ну, у нас несколько отделений. Это народные отделение народных инструментов, отделение духовых инструментов, ну и так далее. И у нас на отделениях работают, допустим, такие великие композиторы, как Владимир Ксенофонтов, да, человек, который пишет несколько опер уже, да, за лето он написал, допустим, за это лето он написал оперу, его оперы ставятся на сценах как города, на сценах театров нашей республики, так и в целом. Так, пусть немножко она отойдет, потомится, отдохнет. Так и нашей страны в целом и вообще мира. Так, а сейчас мы пока приступим к приготовлению соуса. У меня здесь заготовка, это бульон, куриный бульон. Мы сейчас туда добавим соевый соус, да, но все мы добавляем на глаз, да, соответственно. Мы сейчас не будем этот взвешивать, ну, и так далее. Тарелка. Тарелку, да? А где она? Ну, нет, ну, ладно, что с ней. Ага. Так, и сюда мы добавляем, значит, уксус. Так. Сам буквально Обычный уксус, да? обычный уксус. У меня сейчас в данный момент у меня яблочный. Так, затем там буквально 2 ложки столовые, затем кунжутное масло. Масло. Там у нас Так. ложечка, Тоже щепоточка. шепоточка, Чайная ложка, грубо говоря. чайная ложка, да. Перец по вкусу. Банкс. Так, что у нас тут? Имбирь сухой, Так. Столовая ложка. столовая ложка. И 2 столовые ложки, ну, может тут чуть больше крахмала. Так, где у нас? Какой именно крахмал? Картофельный крахмал. Крахмал, Ну, сахарная пудра. честно говоря, я не заморачиваюсь, там, картофельный, кукурузный, да? Мгм. Чем, как говорится, чем богатый. Что есть? Да. Но в итоге мы начали готовить курицу в китайском соусе, а приготовим, что? Картошку с салом, да? получится? Чуть-чуть другой, да. Итак, вы, Я добавлял уже. Да. да, вы ни разу не музыкант, но как оказались все-таки в музучилище? Да, Это ну вот ч- по окончанию госслужбы Ага. как раз вот было замещение вакантной должности директора музыкального училища. И так как у меня есть опыт руководящей Ну да, должности. вы уже менеджер, Да, вы уже и так набрались как у меня опыта, вы педагогическое работали. образование, Да. педагогическое образование, оно как раз приравнивается к управленческому образованию. Мгм. Да, поэтому Вы так сказать, соответствовали. я соответствовал и, Соответствовали. соответственно, прошел И этот конкурс. конкурс и перешел. Ну, то есть вы пришли уже как менеджер, уже как руководитель, правильно? Да. Да. И с 17 года вы до сих пор работаете. С 17 года работаю. Да, я же чуть еще не забыл. Да, у нас, почему мы самые классные, да? Потому что у нас очень много людей, это и классные педагоги, это и композиторы, как Кирилл Афанасьевич Гаврилев, который написал гимн республики Ага. Саха-Якутия, и педагоги, которые, скажем, были у истоков становления колледжа, да, которые учились у таких композиторов, как Гран Григорян. Ну. Это человек, который в советское время приезжал, ездил по районам республики, искал детей музыкантов, да, отбирал их, потом ездил по деревням, также собирал музыкальный материал, да, то есть как сказать, у нас была музыка, но она не была на бумаге. Он собирал вот этот фольклор и записывал на бумагу. То есть, как говорится, что написано пером, то не вырубить топором, Топором, да. И сейчас мы можем сказать, что у нас действительно есть очень богатый такой кладезь знаний по нашей культурной музыке и так далее. Мгм. Да, это люди, которые сделали большой вклад в развитие нашего музыкального образования. И даже в 70-е, 80-е годы среди музыкальных колледжей Дальнего Востока, Сибири мы занимали первое место. Да, несмотря на то, что у нас было очень мало, Мгм. да, даже вот сам Ксенофонтов, Владимир Ксенофонтов пишет в своих воспоминаниях, что он поступал после музыкальной школы в образовательную школу, потом в музыкальное училище сразу же, да, там, его там еле-еле брали, потом он поступал в консерваторию, говорит, проводил сольфеджио, да, вот так или иначе он все это сдал, сделал и стал великим человеком, великим композитором. И у нас очень много таких великих людей на самом деле. Мгм. Так, ладно, продолжаем. Ага, так, сейчас Продолжаем с готовкой. Получается, мы продолжаем. пожарили Мы пожарили, мясо чуть-чуть слегка отстоялось. Ага, не и до конца. не до конца, да. Схватилось. Оно схватилось. Сейчас мы сделаем еще, Должен же я больше добавим рассказать. мед, пасту томатную, господи, овощи, чуть-чуть все это дело еще поджарим. Всё это вот так, потом, да? и вольем наш
соус. То есть получится что-то вот в кисло-сладком соусе, как подают китайских этих, да? Похоже так. Похоже? Да, ну, да, дело в том, что, смотрите, Такой типа кляр получится, да? да, это получается, знаете как, это получается китайская еда с якутским компонентом, скажем так. Элементами якутского Да, с этого региональным компонентом. колорита. Вот, с региональным компонентом. Потому что, допустим, когда приезжает, ну, сюда приходит чужая кухня, другая кухня других народов, Культура, других да, культур, да. да, все равно она адаптируется под местное население. Ну да. да. Допустим, когда вот вы приезжаете в Южную Корею, у вас и пиццы, бургеры, они будут острые, да? То есть Все равно да, они что-то там свое. свое все равно добавляют, да. Так, как это получается? Продолжать? Так, как получается? Вот так. Может, сюда лучше? И вот так. Ну или хотите вот сюда. Это я выключу. На большой огонь надо? Да, Пока на большом, большой. Алексей, Да. вопрос такой. Когда вы принимали решение пойти, ну то есть вы когда вы подавали заявку на вакантную должность, вы сказали, что вы работаете в самом лучшем колледже мира. Да, так? в данный момент, да. Да, в данный Да, да, момент, да, да. да. Вы, когда подавали заявку, вы уже знали, что идете работать в лучший колледж мира, и либо он таковым стал, когда вы стали там работать? Нет, конечно, я пришел уже, я уже пришел в лучший колледж мира. Да, то и есть мне вы уже посчастливилось. знали, что вы Да, работа конечно. мечты, и поэтому подали? Да, ну смотрите, все музыкальные такие коллективы, да, та же ВШМ, тот же АГИКИ, педагоги, это все выходцы нашего музыкального колледжа. То есть как То он есть будет... и он и с тех да, пор, как вы да, пришли да, туда, болтался. таковым является, продолжает оставаться. Да, да, даже Круто. я считаю, что он даже стал немножко лучше. Это я немножко вас подначиваю, потому что, видите, как. Да, да, да. Ну не потому, что там я есть, а потому Да, что он Скорее всего, становится лучше, профессионально потому что... влюбленные в свою работу. Да, потому что там очень много людей, которые профессионально влюблены в свою работу. У вас недавно была наша замечательная коллега Надикан, да, Надежда Да, Варламова. Надежда Вы же Варламова видели, у нас да, два надеюсь? раза уже была. Да, ну вот. Она меня обещала выучить петь, Ну вот, приходите, да, научить. кстати. Чуть-чуть. Приходите, да, мы вас научим. Надя, Да, я надеюсь, что вы, уважаемые зрители, тоже смотрели эти выпуски. Да, как она готовила оленину в бушничном соусе, да, по-моему? Да. Сколько народу работает? Штат. Так, у нас 81 человек работает. Да, немало. но у нас, да, но у нас еще есть внешние совместители. Ага, Те, которые да, те или иные да, курсы, да, скорее всего. да, идут, ну да. там, там и так далее. Не курсы, а музыканты. У нас дело в том, что большая нехватка музыкантов, музыкальных деятелей, да, профессиональных. Вот, поэтому у нас тут получается так, что люди совмещают работу. Но это везде в мире на самом деле так, большая нехватка пианистов, музыкантов, которые играют на струнно-смычковых инструментах, там скрипка, виолончель, альт и так А далее. сколько направлений? Ну вот навскидку, вы точно знаете? у нас Там, вообще- у вас как вообще там У нас факультеты? отделение. Отделение, Да. У нас 9 фортепиано, отделений, да, 9 отделений, из них 7 мы выпускаем. Отделение контрабаса. Там. Нет, это струнно-смычковые, есть отделение, есть всё. отделение фортепиано, мы там выпускаем Вокал, пианистов. наверное. Да, вокальное отделение, фольклорное отделение, отделение теории музыки. Ага. У нас очень да. много есть классных ребят, молодых, которые уже... Вы заметили, да, что сейчас ребята молодые, они как-то на жизнь по-другому смотрят. Они уже не такие, как мы, да. Ну, это понятно. да, Проблема отцов детей существует всегда. Ну, это я считаю, что это не проблема отцов и детей. Ну, я считаю, вопрос, что, скажем да, так, это, да, потому скажем, что ну, просто вызовы время времени. меняется, вызовы Абсолютно меняются, верно. обстановка меняется, общество меняется, и поэтому мы смотрим, иногда даже скажем, ну вот в наше время, там что-нибудь Да, такие, да. высказываются такие мнения, бывает, да, ну что поделать это. Ой, потом, Это норма. Начинается, до наше время. Начинает Да. наше время. Да, мы, кстати, уже рядом с этим временем, Да. с нашим временем. Итак, 80 человек. Все-таки своя специфика есть, потому что вы руководите творческими людьми. А всегда считается, что творческие люди это, ну, немножко другие, какие-то отстраненные, у них свое там видение, у них свое мнение, их сложно управлять и все прочее. Как вы справляетесь? Ну, Какая-то своя специфика, ну, допустим, либо отличие, то, что там работали в министерстве. Есть какой-нибудь? Ну, смотрите, я вначале сказал, что мне очень сильно повезло, да? Мне в жизни встречаются очень много хороших людей. И данный коллектив у меня тоже очень, так, даже не на то, что, будучи не музыкантом, не музыкальным деятелем, да, меня очень хорошо приняли. Я влился в ряды нашего такого дружного коллектива, и у нас меня во всем поддерживают.
Есть, конечно, моменты, когда где-то, скажем, у нас, ну не то что, у нас у каждого человека есть своя точка зрения, Ну да. и все об этом открыто говорят. Да, может быть, вот так говорят, что там деятели культуры, музыки, они чуть-чуть другие, но потому что они открытые люди, да, они всегда на сцене, всегда на людях и говорят все как есть. Да, следовательно, может, поэтому такой стереотип мышления, но мне комфортно с ними работать, мне очень нравится. Нормально, да? Да. Вот у нас недавно, совсем прошу прощения, Да. было 75 лет музыкальному колледжу. Ага. Да, нам наши коллеги с Государственного театра оперы и балета, в частности, Владислав Левочкин, директор, да, этот, куда я дел? Кунжут. Кунжут? Вот он Так, стоит. да. Уже можно снимать. Уже можно снимать. Поддержал нас и разрешил нам отпраздновать наше 75-летие на сцене Большого театра, нашего Большого театра. Так, Кунжут, ребята, там уже по, как сказать, По желанию. по желанию, по вкусу и так далее. Ну и тут еще можно было бы скрасить зеленым луком, ну, к сожалению, не нашел. Да. 15 ноября мы юбилейные справили мероприятия. наши юбилейные мероприятия. Да, и все прошло классно. У нас очень много выпускников, приходили выпускники, поздравляли. Мы выступали нашим коллективом студентов, коллективом наших педагогов и коллективом наших выпускников. В общем, все прошло классно, нам 75 лет, поэтому мы еще самый классный колледж еще и тем, что мы живем долго, и дай бог нам прожить еще столько Еще же. как минимум столько Столько же, же, да. Наш музыкальный колледж должен жить. Ну Да, да, потому что, да. как говорится, ну кому же изучать, потому что культура нужна всегда. Да, просто сейчас такая тенденция, да, объединение там учреждений и тому подобное. Да, вот у нас, допустим, есть высшая школа музыки, есть Арктический государственный институт культуры и искусств или искусства и культуры и так далее. Ну вот ходят такие брожения, да, что надо объединить музыкальный колледж с высшей школой музыки. Но я считаю, что, ну это мое субъективное мнение, да, не потому что я директор, а потому что я чистый человек. Я считаю, что это не совсем правильно. Мы же, допустим, не объединяем наш СВФУ, там все колледжи республики, Ну правильно? да. Да, поэтому, Каждый имеет свое право. да, у нас совсем другие цели, задачи и так далее. Так, ну в принципе, Уже почти готово. мы готовы. Пусть настоится, мы Пусть настоится. дождемся нашего Семена, он, по-моему, по своим делам отошел. Алексей, еще один такой провокационный вопрос. Учитывая то, что я все время почему-то туда прихожу, вы не музыкант, да? В творческом процессе, например, вы же не можете сказать, ну кто так поет, кто так исполняет, например, ну вот вы говорили, что вы недавно справили юбилейные мероприятия, там кто-то какие-то выступления делают. Вы же не можете туда коррективы свои внести? Профессионал стоит, говорит, нет, вот именно вот так. Кто вам сказал, что я не могу? А? Шучу. Нет, ну вы можете сказать, Конечно, как бы профессионально вы я и будете, не может лезу. быть... Я туда и не лезу. не Я лезу. говорю, То есть что у вы меня очень классные коллеги, они высокие профессионалы, высокие классные специалисты. Допустим, когда вот была подготовка к проведению юбилейных мероприятий колледжа, да, очень много сил, энергии в подготовку, да, в организационные мероприятия внесла наш педагог отделения общего фортепиано, это Подеречья Юлия Анатольевна. Наши девушки-методистки, да, и педагоги отделения теории музыки, это Наговицына Анастасия, Сардана Сергеевна и мой зам по учебной части Давлетова Розалия Рашитовна, наши девушки, да, коллеги с отдела по воспитательной работе, это две Ольги Николаевны, наш новый педагог-организатор Диана Сокорутова, ну и так далее. Очень много, и, конечно же, наш уважаемый Олег Курганов, да, это наш звукооператор, который сидит на всех наших мероприятиях и, соответственно, помогает нам в техническом плане. Вообще, конечно, все вложились, я, может, кого-то отдельно не вычленил, да, но, ребята, всем спасибо, благодаря именно таким людям и держится наш мир. Алексей, у меня такой вопрос. Вот вы уже руководитель училища, колледжа, уже 7-й год пошел, да, получается? Да. 17-го года, да. Какова тенденция новобранцев, те, которые поступают, детей? Больше становится желающих, меньше, на какие-то отделения больше востребованы? Ну, у нас, конечно, есть такие отделение, куда хочет очень много людей поступить, это Например? вокальное отделение. Все хотят да, стать эстрадными... Не, у нас на вокальном отделении готовят как раз-таки классических оперных певцов. То есть ребята, которые поют в театре оперы балета. И желающих много. Очень много желающих. Очень много, там большой конкурс. Ну, надо Затем же. фольклорное отделение наше. Которые Да, вот это... хомусисты, вот где на декан, да? На декан, да, например, на декан, да.
Также у нас есть конкурс на эстрадное отделение. Это как раз вот ребята, которые поют на эстраде, но оно у нас коммерческое. Да, и мы там не можем много взять людей, потому что есть тоже свои квоты, у нас педагогов, там нехватка и так далее. В целом ребята к нам приходят хорошие. Да? Еще раз, потому что мы самый лучший колледж, и нам поступают самые лучшие ребята. Ну, то есть все больше и больше народу хочет к вам поступить. Но дело в Все том, равно что какой-то отбор же все равно идет, отбор, конкурсная комиссия, все конечно прочее. же, отбор идет, но дело в том, что у нас вот сейчас такая небольшая демографическая яма, да, и, соответственно, на каких-то отделениях у нас идет недобор. Может быть, да? Может быть недобор идти, но так или иначе мы закрываем, да, это, потому что мы там можем принять до 26 ноября, но качество ребят, конечно, лучше, вообще во всех планах, да. Но вот этот демографический срыв, который был в свое время, он дает плоды сейчас. Ну да, какие-то отголоски свои, да. А вы следите за своими выпускниками? Ну, то есть, допустим, выпустился человек с отделения духовых и пошел дальше работать по специальности. Ну, конечно, все образовательные учреждения обязаны отслеживать профессиональный путь по окончанию колледжа. Куда ваши выпускники, в основном идут? Так, 45% у нас идут как раз работать, да, по улусам, по районам выезжают, по школам. 45 примерно они поступают дальше на высшее образование. Еще дальше? Да, еще дальше. Ну, потом вот эти вот... Консерватории? Да. Ну, и оставшиеся там, кто-то идет по уходу за ребенком, кто-то служба в рядах армии. Кто-то выскочил замуж за ухода по ребенку. Так, ну ладно. Ну, может не быть. то, что выскочил, что просто такого, реализовывают семейную политику, скажем так. Ну, у нас просто вообще, не только у вас, вообще проблема во всем мире, да, может быть, даже так, да. Ну, я, например, по первому образованию физика, а почему-то вот телеведущий. Да, я не знаю, я не сталкивался. Я, допустим, по образованию учитель английского языка, я действующий педагог. И вы до сих пор педагог, можете? Я до сих пор педагог. А вы преподаете что-нибудь? Да, английский язык, да. И в своем колледже? В своем колледже, да. Ну, я не самый лучший педагог, конечно, но и неплохой, скажем так. London is the capital of Great Britain. Oh, yes. A little bit speaking English, right? Yes, just a little. Так, ну наше блюдо уже готово, мы уже, скажем так, на финишной прямой. Можно уже, Семен, да? Можно уже раскладывать. Да, с Алексеем вместе сервируйте. И мы так много проговорили про работу, да. Ну, у меня все равно частный вопрос, Алексей, остается. Могут ли ваши педагоги научить человека, который хочет петь, но не умеет? Да, я же сказал, что... Да, я сказал, что у нас работают классные профессионалы, они вас научат делать все, что вы хотите. То есть они вас раскроют, ваш потенциал. Ну, вы, конечно, на сцене театра оперы не будете петь. Ну, но, скорее нет, да. Но в караоке перед друзьями не облажаться. Первые места будете занимать стабильно. Да, вы поете великолепно, высветится 95 баллов, да? А что, не будет? Да, а вы сами какую музыку слушаете вообще? Вы знаете, я в юности, в молодости слушал рэп. Потом как-то перешел. Ну да, но тогда были вот Northern Nature, вот эти вот товарищи, Run DMX. Run DMX, Тупак, да, потом вот пришел Eminem, там, ну и так далее, езжи с ними. Потом, когда я стал работать, мне как-то понравился вот русский рок, да, очень понравился. Классический? Ну да. Бригада, да, ДДТ, все вот эти ребята. Но когда вот я перешел в музыкальное училище, да, у меня за стенкой как раз вот отделение фортепиано, и ребята там с утра до вечера. Сначала голова очень сильно болела, ну как, не то, что болела, а с непривычки, да, как-то было вот некомфортно. Но затем мы как-то вот с музыкой сдружились, да, и вот когда мы перешли на ковид, на как локдаун, мне, оказывается, очень сильно не хватало классической музыки. И я сейчас периодически вот слушаю как раз классику. И вот как раз вот, да, либо романтизм, либо там барокко, Бетховена, Баха там, и так далее. Ну, да, ну вот, мне, конечно, нравится не все, скажем так. Я не такой большой фанат, чтобы что-то там слушать, выбирать, да, там, в плейлист и так далее. Ну, просто слушаю, нравится, там, слушаю, не нравится, там, переключаюсь дальше. Ну, для души. Да. Получается. Ну, то есть вы можете тогда уже с уверенностью сказать, что музыкальные пристрастия с годами, со временем меняются. И у человека можно менять. Ну, конечно, верно. Мы же все, каждый человек меняется, да, по ходу своей жизни. Допустим, вы сейчас абсолютно не тот, что были 5 лет назад, да? Ну, а через лет 7-10 вы будете совсем другой человек.
Да, ну, будем там вспоминать вот наши года, там, а вот когда я вел передачу и так далее, да? Ну вот, Раньше я вел по-другому. ну, видите, да. Поэтому, Спасибо, поэтому Семен. так, да. Итак, поделитесь с планами. Вы вообще кем себя видите лет через 5, через 10? Ну, если вы собираетесь в самом лучшем училище продолжать работать до пенсии или как? Так, ну, конечно, несмотря на то, что я работаю в самом лучшем месте, я не буду там работать вечно. Придет время менять свою сферу деятельности. Я пока не могу сказать, чем я буду заниматься, но мне очень много интересно. Да? Я сейчас, Вот, про Да. интересы, хобби. да, вот хобби. У меня сейчас такая вот есть немножко, скажем, прошу прощения, да, за свой же организм, такая вот женская тема. Это я делаю ногти, допустим. Ну, ногти супруги делают. Как называется они? Маникюр. Маникюр. Маникюр, да, маникюр. Там педикюр, тут маникюр. Да. Ага. Ну, как, мне, ну, не сказать, что это прямо вот профессия мечты, но мне просто, скажем, сейчас интересно. Да? То есть Потом у вы меня, можете салон красоты открыть? ну, как открыть я, наверное, не предприниматель. смогу, да, но так или иначе я что-то смогу нарисовать. Но я не делаю там классно, да? Ну, супруге повезло, а не надо там 3000 каждый раз отдавать в месяц там кому-то. Да. А Просто, вы можете видите, я немножко еще такой, как сказать, человек, которого сверху давит жаба, да? Поэтому я решил, лучше я заплачу и отучусь, и буду делать, Лучше-ка я сам, да? буду делать раз в 2 Очки недели, надели. да, чем, да, верно. И подправить можно и все прочее, да? Ну да. Ничего себе. Но Ну, я это же- делаю очень долго, это просто капец, вот просто. Ну, зато сам. за долгими вечерами зимними можете же разговорами поговорить и все прочее, да? Верно. А еще какие у вас хобби есть? Так, Хобби есть? еще у меня, ну сейчас я еще вот учусь параллельно, но очень долго почему-то получаю категорию С. Да, потом На большегрузной? на большегрузах, ага. Да, то есть можете делать ногти дальнобойщикам, Да, сразу, не отходя от кассы, да? не отходя от кассы. Ага. И, ну, пока все так. Но, Вот так, да? Ну, у меня очень много еще детей, на самом А. деле, да, и много времени уходит как раз таки. На воспитание. Ну, не то, что воспитание, да. Папы же не воспитывают, да? Папы же просто присутствуют во время процесса воспитания. Мгм. Да, ну вот время уходит еще на детей. Мгм. Ясненько. Ну что, да, остается пожелать вам больших творческих успехов, да, в ваших начинаниях, пусть у вас все складывается. Ну и Давайте самая уже приятная приступать. часть нашей передачи. Давайте попробуем, что получилось у Алексея Щербакова и Семена Тарбахова вместе. Да, давайте попробуем. Приятного аппетита, друзья. Реально? Классика. Китайская. Семен, как ты оценишь? Отлично. В принципе, по соли, по кислости, по сладкости. Все у нас подходит. Я так полагаю, да, действительно, вот ароматом, вкусом реально китайская, но чуть-чуть адаптированная. Китайская было бы уже чуть-чуть побольше Поострее. и поострее, и по, как бы вот так, может быть, попикантнее, что-нибудь такое, да. Но у нас вот именно адаптированная, очень здорово получилось. Алексей, спасибо. И заканчивая нашу передачу, у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру. Пожелания для наших телезрителей. Конечно, желаю всем счастья, здоровья, благополучия, чтобы все пожелания сбывались, чтобы все хорошее было рядом, а все плохое обходило стороной, да, все эти болезни, все эти пандемии и прочее. Ну, ребята, если вдруг у вас опустились руки, то не забывайте, что у вас еще есть крылья, да? Поэтому будьте оптимистами, дерзайте, и я на самом деле очень рад, что ты снова будешь порхать. Обещаю. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Алексей Щербаков, директор музыкального колледжа училища. Алексей. Самого лучшего колледжа в мире. Да, самого лучшего Спасибо, колледжа Алексей. в мире. Алексей, еще раз спасибо. Семен Тарбахов, Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто